часто из уст некоторых мусульман можно услышать утверждение о том, что современные государства по всему миру по сути своей являются враждебными исламу. Они от шайтана. Это тагут. Они ущемляют права мусульман, унижают их, подавляют любые попытки мусульман к самоопределению и развитию. Однако на самом деле это является лишь лживыми популистскими лозунгами определенных политических сил, которые, прикрываясь религией ради своих меркантильных интересов, пытаются ослабить и дискредитировать мусульман. Возьмем, к примеру, базовые принципы современного светского государства, связанные с недопущением религиозной дискриминации по отношению к представителям других конфессий. Еще во времена пророка Мухаммада, мир ему, были заложены основы данных отношений. Шариат повелевает уважать человека уже потому, что он создание Всевышнего. Однажды мимо посланника Аллаха проследовала похоронная процессия, и он встал перед ней. Кто-то заметил: «О, посланник Аллаха, это ведь хоронит иудея». Пророк ответил ему: «А разве он не человек?» Аллах повелевает всем верующим в Него проявлять доброту и справедливость по отношению к иноверцам. Аллах не запрещает вам проявлять добродетель и справедливость к тем, кто против веры вашей с вами не сражался, не изгонял из дома вас. Поистине, Бог любит справедливых. Коран, сура Испытуемая, 8 аят. Таким образом, шариат утверждает не только веротерпимость, но и справедливость как социально-нравственный принцип, лежащий в основе поведения каждого мусульманина. Пророк Мухаммад, мир с ним и благословение Аллаха, сказал: «Поистине тому, кто обидит живущего на мусульманской территории не мусульманина, или ущемит его права, или возложит на него то, что ему не по силам, или заберет у него что-нибудь против его воли, тому я стану противником в день воскресения». Такое положение дел сохранялось и долгое время после смерти пророка, мир ему. Так, в знаменитом Кордовском халифате, который существовал несколько столетий на территории Испании и Португалии, христиане и иудеи не только не подвергались гонениям, но и занимали высокие государственные посты. А после крестовых походов многие семьи перебрались в мусульманские страны в силу более лучших условий для жизни среди мусульман. Сам халифат, которым грезят некоторые мусульмане, никогда не являлся обязательной формой государства. В Коране и Сунне нет понятия халифата как государственного образования. Правовые системы многих современных светских государств берут свое начало в своде религиозных правил и норм, включая нормы шариата. Совпадение составляет до 80%. В вопросах соблюдения законов исламская традиция утверждает: если светские законы не противоречат букве ислама, то соблюдение их также религиозный долг мусульманина, а неповиновение, бунт или смута в Коране названы более тяжким грехом, чем убийство. Для многонациональной и поликонфессиональной России светское государство является наиболее оптимальной формой общественного устройства, ибо позволяет представителям разных религий и мировоззрений быть равными в своих правах и возможностях. Сегодня мусульмане живут свободными и на равных с представителями других конфессий, и могут смело утверждать, что светский характер российского государства, вне всяких сомнений, является надежной основой для единения российских народов, которых разными путями Господь собрал под крышей единого дома – России. Светское государство – это не страна неверия, Куфр, не территория войны, Дар-аль-Харб, а территория равных для всех, в том числе и для мусульман, возможностей. Мусульмане могут свободно исполнять религиозные обряды, строить мечети, проводить праздники, заниматься общественной и социальной работой. И государство поощряет это. Да, в России религия отделена от государства, но не отделена от общества. Поэтому государство напрямую заинтересовано в поддержке мусульман как одной из составляющих российского общества.